В этом году со 2 августа по 14 августа мы работали на прошлогоднем месте на реке Хонду. В этом году много новых находок и в палеонтологическом, и археологическом направлении. Такие как в археологии, например, взять, то мы нашли жилища древних людей. Расширенно расскажет Александр Кандыба из Новосибирского института археологии и этнографии. И в палеонтологическом направлении мы обнаружили в этом году, например, такого вот хорька. Хорек из куних, который ранее не было обнаружено в Якутии. Это первая находка. Вот. Но в остальном расширенно расскажет Александр Лавров из Московского института, палеонтологического института имени Борисяка. Участвовали и студенты из Новосибирского института, университета, и из Московского тоже университета. Мир полон неожиданностей. И этот сезон тоже был полон неожиданностей. Ну, во-первых, мы нашли новые поселения, но об этом расскажет наш археолог Александр Викторович Кандыба. А я расскажу о палеонтологических находках. У нас новые элементы фауны, которых не было раньше. Например, это хорьки, которых здесь в Якутии никогда не было. Во-вторых, суслики, которых никогда не было на правом берегу Лены в настоящее и историческое время. У нас новые представители позднеплейстоценовой фауны, так называемой фауны мамонтовой. И мы надеемся при помощи произведенных анализов получить данные о палеоклимате периода, соответствующему 50, отрезку 50-30 тысяч лет назад. Некоторые животные здесь встречены впервые. Мы постараемся подключить к этой работе минералогов и геохимиков. И эти результаты мы проанализируем, соотнесем с фаунистическими находками и дадим им соответствующую оценку. Все это будет опубликовано и совместно с якутскими коллегами. Нету абсолютно ни белого, ни черного. Это показатель более теплого климата. Так же, как мы нашли здесь выдру, это тоже показатель более теплого климата. Если найдем барсука, то это будет отдельное открытие. Мы об этом расскажем вам. Здесь были найдены кости волков, пещерных львов и рыси. Рысь была найдена впервые. Раньше рысь с территории Якутии неизвестна. Считалось, что она пришла сюда только в голоценовое время. Но оказывается, она была и в позднем плейстоцене. Находки рыси в виде позвонков и отдельных обломков костей были датированы, и возраст оказался равен 49 тысячам лет. Любое место для археологических исследований выбирается по подъемному материалу. Как касательно этого места, здесь была обнаружена плейстоценовая фауна. То есть это мамонтовый комплекс, это поздний плейстоцен. И была организована поездка сначала разведочная, то есть оценить это место на перспективность, то есть насколько много этой фауны. По результатам этих разведок были обнаружены первые артефакты, тоже подъемные. И после этого была организована уже комплексная экспедиция, где мы начали разведочные шурфы копать, забивали, смотрели, и в разных местах попали и костеносные обнаружили слои, и культурные слои, и артефакты, которые непосредственно залегали в слое. В данном случае в этом году были обнаружены следы поселения с деревянными конструкциями. То есть, можно уже сказать, что здесь из таких явных артефактов были обнаружены 3 деревянных кола, обтесанных.
то есть человеком сделанные, то есть для каких-то хозяйственных целей, ну, может быть, там изгороди, там крепление чего-то. Вот. И так как в этом году были затронуты только небольшие участки разведочные, что называется, будут определены перспективы, на перспективу, какие планы существуют, какие площади примерно раскопок планируются. То есть мы в будущем планируем расширить наши вот эти вот разведочные шурфы до полноценных раскопов, получить наиболее полную информацию о том времени, когда эти люди жили, о том, как они расселялись, как осваивали эту территорию, какими артефактами они используют. На данный момент надо сказать, что тяжелым таким условием является наличие мерзлоты. И поэтому работы будут планироваться проводить несколько лет по мере оттайки этой мерзлоты. То есть будем снимать поверхность, будет оттаивать и будем разбирать уже культурные слои уже в рыхлом состоянии. Обсудили название, то есть будет называться стоянка Ханду. Можно сказать, что люди здесь существовали с периода от палеолита до средневековья, и, ну, по крайней мере, тут даже недалеко Якутское кладбище конца 19-го, начала 20 веков вот рядом. И поэтому эта территория, ну, я не говорю, что они жили здесь постоянно, то есть непрерывно, то есть она постоянно осваивалась, то есть как бы постоянно заселялась, то есть здесь были комфортные, благоприятные условия для проживания древних людей. Здесь в подъемном материале был обнаружен фрагменты керамики с орнаментом, который относится к неолитической эпохе. То есть это косвенно говорит, что и в эпоху неолита тут существовали люди. Когда мы сейчас пока не можем сказать, потому что мы взяли образцы на радиоуглеродное датирование, которое уже нам позволит точно определить хронологические рамки обитания здесь человека. Это от 10 тысяч лет до 5 тысяч лет назад. И древние культуры, которые здесь вот на территории Якутии представлены, там, к примеру, там Сумнагинская, Саалахская, Имэх-Тахская, то есть культуры. То есть, а какие конкретно, мы уже определим, уже изучая более детально и подробно вот этот самый объект, вот эту стоянку Ханду. Найдены каменные артефакты. Вот в прошлом году был найден концевой скребок, который был передан, кстати, в Чурапчинский музей сейчас на хранение. И в этом году были обнаружены несколько нуклеусов для получения микропластин и отщепов, которые получались с этих вот нуклеусов. Ну, теория, которая преподается в университетах на таких вот общих дисциплинах, как археология, да, даже на более узких направлениях, как полевая археология или, например, экспериментальная археология, она универсальна. Даже внутри одной классификации памятников могут быть различия, даже не могут быть, они будут. Всегда, когда уже непосредственно выезжаете на поле, нужно учитывать обстоятельства, нужно учитывать рельеф местности, антураж местности. Например, в Якутии не всегда целесообразно будет разбивать раскоп по сторонам света. Это может быть просто неудобно для работы. Вот. Или, например, в реалиях Калининградской области слой мощность дерна, она составляет там около 30-40 сантиметров, штык лопаты. В Якутии же, в Мегино-Кангаласском улусе, там слой дерна уже 4 сантиметра. В Чурапчинском улусе слой дерна уже 30 сантиметров. То есть даже несмотря на то, что это один тип памятника, они все равно технологически различаются. Студенты, которые на первом курсе начинают увлекаться археологией по лекционным, семинарским занятиям, они, выезжая непосредственно на поле, сталкиваются с трудностями, что не всегда то, что написано в книгах, оно совпадает с реальностью. Вот. И всегда нужно уже действовать по обстоятельствам и учитывать ту местность, где непосредственно будут проводиться работы. Вот на Вилюйском тракте, когда мы обнаружили череп, естественно, это была такая находка. Удивило, что мы нашли просто череп человека, а остальных костей мы не обнаружили. Вот. И поразительным было то, что череп лежал рядом со строением, с началом этого строения. Вполне вероятно, что остальное тело может быть под этим строением, это покажет дальнейшие исследования. Здесь, в русле Ханду, очень хорошо сохранилось тоже. Мы вышли снова-таки на остатки строения деревянного, и оно очень хорошо сохранилось благодаря мерзлоте. Вот, дальнейшие исследования покажут и возраст этой стоянки, вполне вероятно, и покажут размеры, и вот.
находимся в русле реки Ханду. Вот, она тут сама немного обмелела, и плюс мы еще засыпали отвалами. Ну, а так она, естественно, очень высоко поднимается, когда приходит большая вода по весне. Это наш первый шурф, который мы разрабатывали в этом году. Его глубина по вот этой стенке, по этому уровню около 2 метров. Ниже, конечно, глубже. Изначально мы вот эти вот ступени — это выходы на мерзлоту. То есть мы выходили на мерзлоту, оставляли этот уровень оттаиваться и уходили ниже. Поэтому он вот такой вот, ну, ступенчатой формы. Когда этот слой мерзлоты оттаял, мы начали его вырабатывать, и вышли остатки строения. То есть мы нашли деревянный кол, еще один деревянный кол и очень хорошо сохранившееся дерево. Даже маленькие фрагменты дерева сохранились очень хорошо. Вот, мы предполагаем, что это непосредственно остатки какого-то строения, что это его именно часть этого строения, а другая часть уходит вглубь и даже туда, потому что это было видно по стенкам. На той стороне находится шурф прошлого года, вот, который тоже вырабатывали. В этом году там работали палеонтологи, и там вот искали кости плейстоценовых животных мамонтовой фауны. Вот, это был фронт работы палеонтологов в этом году. Мы, археологи, здесь не работали, потому что в прошлом году он был полностью уже выбран. Вот, и именно археологических находок на этом шурфе не было. В древности люди вот, как раз-таки расселялись вдоль рек, поэтому многие стоянки они обнаруживаются вдоль рек, больших рек особенно, например, как Лена в Якутии или как Алдан. Ну и в долинах таких маленьких рек, как Ханду тоже. В Якутии также есть аласная археология, термокарстовые озера вот эти, там тоже люди жили. Всегда должен был быть источник чистой воды. Вот это вот наш законсервированный второй шурф, который мы исследовали в этом году. На уровне где-то 1,5 метров мы вышли на остатки деревянного строения. Довольно хорошо сохранившееся дерево, также в условиях мерзлоты. Мы его полностью зарисовали, отфотографировали и таким вот образом законсервировали до следующего года, накрыли все стенки тентом, чтобы стенки именно сохранились на случай, если придет большая вода по весне. Вот, весной мы все это будем вскрывать, чтобы до лета оно оттаяло, и уже в следующем году, в августе, мы пришли и посмотрели, что ниже. Естественно, также будем углубляться дальше, делать вскрышку. Тут работы на несколько лет. На этом месте нами был обнаружен первый кол. Он был обнаружен на стенке, как раз-таки даже 3 кола. Вот. И тогда мы поняли, что это не случайные деревяшки, а что это именно конструкция, которая была оставлена человеком. И учитывая глубину, учитывая мерзлоту, учитывая отложения именно геологические, мы предположили, что это достаточно древняя стоянка, несколько тысяч лет точно есть. Точно покажет именно радиоуглеродная датировка. Полагаем, что это может быть часть забора какого-нибудь оградительного, все-таки побережье, не побережье, а русло реки, выход к реке, может быть часть забора какого-то использовалась так. Или в каких-то личных целях, может, человек использовал. Дом, конструкция дома, она не подразумевает, что тут будут какие-то орудия. Вот, если бы это, например, была мастерская, да, мы бы, наверное, обнаружили и каменный инвентарь, и, может быть, следы наличия металла, если у людей в то время он был. А здесь были обнаружены кости плейстоценовых животных. Вот на этом побережье палеонтологи находили. Вот, и было выдвинуто решение, что надо тут посмотреть тоже, есть ли тут археология.
Вот, потому что на том шурфе точно так же было. Мы находили сначала кости животных, остатки мамонтовой фауны, самих мамонтов. Вот, и сделали шурф там, посмотрели, и потом пришли посмотреть сюда. Собственно, в этом и заключается суть археологических разведок, это выяснить, где есть памятники, и ну, где они могли быть. Да, это вот 20 века. Там стоят срубленные пни, вот, причем они срублены не пилами, а топорами, прям видно, они такие вот отколотые, это довольно старые деревья, то есть давно были срублены. На вот этой местности также можно увидеть следы, что тут раньше стояли дома. Ну, в 20 веке, например, что тут была, возможно, какая-то деревня. Вот эти вот ямы, это вот как раз-таки от того, что тут раньше что-то стояло, строение какое-то. Ну и свидетельство о том, что тут жили люди, что в 20 веке и в 19 веке. Вон там вот Муран, там могильник. Вот, могильник, стоят могилы 19-го, начала 20 века. Очень хорошо сохранились именно могильные плиты. Вот, ну и если здесь люди жили там в 19-20 веке, вполне вероятно, что тут люди могли жить и раньше. Поэтому мы выбрали это место для исследования. Дальше вот на той стороне за этим лесом есть Аласы, термокарстовые озера. Но, к сожалению, в этом полевом сезоне мы не успели туда дойти. Собирались, но пока вот не успели. Думаю, в следующем году тоже там устроить разведки и проверить, есть ли там следы пребывания человека. Ваше мнение просто начинающего археолога? Ну, в этой местности перспектива пока внести вот именно новый открытый памятник в реестр, чтобы оно уже охранялось законом. Вот. И, естественно, исследования, они для того, чтобы определить область распространения именно древнего человека в Якутии. Исследования, они должны показать область распространения древнего человека в Якутии, возраст, когда он распространялся, то есть все-таки миграции. Вот. Это все довольно перспективное занятие, вот, перспективная задача. Именно исследование то, как, где и жили люди на этой территории. Потому что о том, что человек жил в Якутии в древности, это неоспоримый факт, но где именно жил он, в какое время он жил, это все нужно исследовать. Ага, ну спасибо, Софья, за такую подробную, интересную экскурсию по научному экспедиционному материалу. Ну, в этом году мы вот выкопали шурф размером 4 на 4 и на глубине 2 метра 10 сантиметров мы дошли до мерзлоты. И в шурфе вот были обнаружены маленькие фрагменты от оленя, северного оленя, и в том числе фаланга, и зубы и фрагменты костей мелких грызунов, мышевидных, и в том числе и суслика длиннохвостого или берингийского. Ну, это уже специалисты определят. Вот. И еще было обнаружено тут фрагмент каменного артефакта скребка. Это для неспециалистов, вот Иннокентий Семенович, прокомментируйте, почему так глубоко оказались останки этих животных? Это что за явление такое, что они на 2 метра почти погружаются, эти костные остатки? Ну, здесь мамонтовая фауна еще глубже лежит, поэтому просто на, скажем, там 10, 40, 50 тысяч лет, да, за это время вот накапливается вот грунт, вот, она вот покрывается песком, там с углинками, и так и вот наращивается толщина вот этой земли здесь. Ну, местами где-то она наоборот утончается, где-то утолщается, вот, и таким образом вот более древние вот животные, они вот
погружается на такую глубину. В сентябре еще собираюсь еще вот углубиться, насколько она оттает, насколько. И на следующий год тоже вот по оттайке будем углубляться. А Ну, как вот- план у меня дойти до 7 метров глубины, для того, чтобы посмотреть стратиграфию, слои вот этого земли. В глубине вот залегают костяные вот останки мамонтовой фауны, и, возможно, даже до мамонтовой фауны может быть. Скорее песчаник. Хорошо. Когти и шапка. Еще нет, да? Ребро. Да. Забирайте. Заберу. Ну, это никакой не блин. Обувы, сублины. Ну, суглинок легкий. Это легкий суглинок, а снизу вообще легкая супись. Сейчас вот это Александру Викторовичу отдадим. Вадиму? Вадиму Викторовичу отдадим это ребро. Викторович, что, Викторович? Ребро Что, дадим. нашли что-нибудь для Викторовича? Да, ребро. Ну, человеческое, да? Да, человеческое. Причем это супись легкая, это легкая супись. Это вообще может быть озеро. Да, но оно переработано почвенными процессами, однородное, слой никакой. Может быть даже, я сдамся и скажу, это иоловое отложение. Но больно. Бивень. Так. Крошится. Вот мы нашли бивень мамонт. Кажется, вот так находит. В Центральной Якутии. Иннокентий Семенович. Здесь видно. Вот. Рисунок. Видно, да? Ага. Вот. По ней можно определить, мамонт или не мамонт. Ну, отличается от слонового. Тут Ага. угол Шрёдера называется есть. Вот, по рисунку. Поэтому я это возьму. И мы посмотрим. Будем шлифовать и смотреть углы. Под каким углом они.